мелкайна хлебопродуктынан келдим. Ошо көйгөйлүү маселе баягы контрабанда боюнча жумушубуз жүрбөй калды. Мына жарты жылдан бери жумушсуздук менен камсыз болдук. Мына азыр мен өзүм колумда 50 киши иштейт. Бул иши өзүм ойнайды. 6 айдан бери жумуш жок. Балдардын баардыгы уже Россияга, Казакстанга кетип атышат. Кетип бүттү. Жумушсуздук айынан. Ошол бизди жумушту өйдө жогору жакка кайрылганбыз. Эми президентке жеткизип берсеңиздер деген ой менен келдим. Мынакей жогорку кеңеште да көйгөйлүү маселе айтылган, 1 жылдан бери уже айтылып келатат. Проблема чечилбеген проблема. НДС деген налог жөнүндө мынакей айтсак, контрабанда кирет, налог жок төлөбөйт, билесиңер кандай жол менен кирет. А бизге бүт налог төлөнөт, как положено. Ошол жерден сырье келет, Казакстандан алабыз. Анын баарына налог төлөнөт. А готовый чыгарган продукциябыз, естественно, кымбат болот да, биздин продукция өтпөй калат. Алардыкы арзан болот, себеби НДС төлөнбөйт. Ал маселенин баардыгы жакшы. Азыр мынакей менде мисалы балдардан 50 кишинин ичинен аппаратчиктерим бар, сменный мастерлерим бар. Бүт бары үйү жок. Үйү жогун азабынан бары ай сайын квартира жашайт. Ай сайын 3-4 миң, 5 миң квартира төлөйт. 2-ден 3төн балдары бар. Алар кантип жашайт, өзүңүз ойлоп көрсөңүздөр. Азыр Россияда баардыгы дворник болуп иштеп, уборщик болуп барышат. Бүт аял бала чакасын таштап, ошол жакта жашап иштейт. Да? Ну, основного вот это без... Хорошо ответить на вопрос. Василий Вознюк, он представляет Бишкекский комбинат хлебопродуктов. Знаменитое старейшее предприятие нашей страны. Да, я работаю на комбинате с 85-го, где-то 40 лет уже, чуть-чуть больше. Такого, как сейчас в настоящее время творится, я не помню, было в 90-х годах, но как-то выкарабкались, выжили. В настоящее время тяжело работать. Комбинат работает где-то в пределах месяц-полтора. Остальные месяца 3-4 месяца мы можем проставить. Людей отправляют без содержания. Естественно, люди не получают ни зарплаты, ничего. Вот так как у нас где-то работает на комбинате в пределах 150 человек, очень многие ребята работают, как правильно сказать, с периферии, вот, живут на квартирах, по трое детей, жены, платить нечем, хозяева не спрашивают, деньги есть или нет. И хотелось бы довести до всех ответственных людей, чтобы приняли какие-то меры, потому что специалисты все разъезжаются. В основном уезжают в Россию и Казахстан. Технологи, вакцины, там, рассылные. Вот. И дальше не знаем, как дальше выжить. Контрабанда идет, мы видим это своими глазами. Напротив Бишкекского комбината хлебопродуктов разгружаются машины, день бывает, 1-2 фуры разгружается с Казахстана. Они никаких налоги, нигде ничего не платят. Комбинат платит налоги, все вот это там освещение, вода, электричество, все идет это как платежеспособно. Ну, в принципе, вот так. Комбинат выпускает корма для сельского хозяйства. Если сейчас остановится, естественно, страдает это сельское хозяйство, потому что корма тоже не выпускает. Ну, в принципе, не все. Спасибо. Жанна Кульмана-Сбергова, она представляет сотрудницу мукомольного комбината Москва. Довольно такого крепкого, по-моему, пожалуйста. Сложилась очень тяжелая ситуация. Комбинат работает неделю, потом поставили месяц. Из-за этого, получается, сотрудники получают меньше половины зарплаты, с ухода которой и то возникает проблема, потому что с отбором кредиторской задолженности проблема. Из-за того, что казахская мука проходит нашу границу, не облагаясь налогами, у нас получается разница в цене самой готовой продукции муки на 12% разницы. Это для каждого покупателя очень большая и весомая сумма. В связи с чем, как уже отметили наши коллеги, основные специалисты, они здесь не остаются. Почему? Потому что взаимозаменяемой работы нет, а работать специалисту грузчиков без раската, нам это невыгодно, поэтому уезжают. А те, кто себе не могут этого позволить, то есть
сотрудники, которые являются единственными кормильцами в семье, что им делать, да, куда идти. Еще хотелось бы отметить то, что когда производство работает с перебоями, сам процесс производства он очень усложняется, то есть получается, когда месяц останавливают, его опять запускаешь, это нужно время для того, чтобы она прогрелась, чтобы когда начинается простой, нужно все оборудование опять разбирать, чтобы там муку все очистить, чтобы вредители не завелось. То есть получается так, что сама мельница стоит, а расход на ее обслуживание все еще идет. То есть это второй момент. Еще хотелось бы отметить то, что наши покупатели, они покупают нашу муку первоначально, потом оборот вырученный с нашей муки отдают казахстанской муке, то есть получается включать в оборот казахстанской муки. Из-за этого со сбором дебиторской задолженности тоже возникает проблема. То есть мы отдаем свои деньги, а потом взять еще тяжелее. Это третий момент. В связи с чем мы обращаемся вот к спикеру парламента, Дастамбеку Атисбековичу и президенту Сооронбаю Шариповичу. Просим вас обратить внимание на отрасль, которая гаснет. Просим поддержать, сохранить рабочие места, сохранить целую отрасль, не отдавать нашу еду, наши рабочие места наших граждан, соседних стран. Спасибо. И Чингис Дигинбаев Лашуарион, и мы перейдем к вопросам. Пожалуйста, Чингис. Здравствуйте, добрый день. Я тоже своим коллегам присоединяюсь. Действительно могу сказать, что на данное время мукомольная отрасль находится в очень плачевном состоянии, так как действительно контрабанда, она никогда, получается, каждый день она заходит и никогда не останавливалась в этот момент. Мы, как производственники, я просто хочу разницу элементарно, да, вот контрабандист, он может накормить кого? Он может только свою семью, один человек. А производство наше, тот же ВНК, в данный момент, да, они могут обеспечить до 500 человек. А где 500 человек, там семьи. В итоге где-то около 2000 человек. Также каждое предприятие может обеспечить до 50 до 100 человек. Одно предприятие плюс налоги, бюджет, отчисления, соцотчисления, НСП и так далее, и так далее. Это всего очень много, да, получается. И действительно, вот эта контрабанда, вот, когда мы 5 лет назад буквально, когда работали, мы почти обеспечили 80% рынка своего. В данный момент ситуация действительно плачевная, всего лишь 20% мы можем обеспечить, а остальные 80% на данный момент занимает именно казахская контрабандная мука. Соответственно, год через два мы можем вообще исчезнуть. С каждым годом мы теряем где-то на 10-15% доли нашего рынка. И со временем можем совсем потерять. Просто я хочу обратиться к нашим уважаемым депутатам, к нашему уважаемому президенту. Если мы через год-два что-то не предпримем сейчас, в данное время, то уничтожится наша мукомольная отрасль. Это в первую очередь это продовольственная безопасность. Если у нас не будет своего производства элементарно просто муки, что будет дальше? Во-первых, рабочие места исчезнут. Ладно, хорошо. Во-вторых, мы будем импортозависимы уже от муки в первую очередь. Мы и так очень много от чего зависим. Мы и так импортная страна. Мы больше импортируем, нежели экспортируем. Это 90% мы почти импортируем все это продукты питания и так далее. Во-вторых, в этом отношении рабочие места, ладно, но получается, если эту контрабанду не остановить, то ситуация настолько будет плачевная, что они, наши братья-казахи, вы сами, наверное, заметили, они могут в любой момент границы закрыть, могут открывать, а если это мука будет, то что будет дальше? Народ начнет волноваться. Наши сотрудники в данный момент действительно, они уже настолько волнуются, что хотят уже на площадь, на митинги выйти, потому что им действительно зарплаты нет. В семье элементарно простых продуктов питания нужно, потому что нет работы. Откуда будет работа, если ее нет, получается? Просто, ладно, мукомольники, да, ладно, наше, получается, производство остановилось. Мы как, может, там, как шефы, там, как начальники, там, где-то чем-то займемся, может, другими делами. Но наши сотрудники, чем они будут заниматься? На что? Где они работают? Мы будем чем заниматься дальше? Мы будем посредничеством заниматься. Купили, продали, получилось. Больше ничего. Но я хочу еще подчеркнуть, не только мукомольная отрасль пострадает
страдают все. Цепочка очень большая идет. Если мы остановимся, то подорожает в первую очередь корма. С пшеницы выходит не только мука, но выходят еще побочные продукты. Это какие? Как отруби, зерноотходы, сечка, и так далее. Соответственно, подорожает корма. Это к чему приведет? К тому, что фермеры, которые держат животноводством занимаются, они начнут закупать тоже корма, скорее всего, уже у казахов. Получается, мы уже кормами будем зависимы. А анализировав эту ситуацию, они будут демпинговать. Они, получается, нам сюда будет по большой цене отправлять. В итоге наши те же животноводством, кто занимается, в конце концов, они будут разоряться. И в конце концов не только будем муку кушать, но в конце концов, скорее всего, казахское мясо начнем кушать. Да? Этот итог действительно последствия, цепочка очень большая идет. Если вот в данный момент просто статистику приведу, 5 лет назад буквально цена отрубей стоила 5 сомов. В данный момент цена отрубей стоит 10 сомов. Это оптовые продажи, которые я сейчас говорю. Представьте, что будет дальше. Корма будет дорогие. Чем будут заниматься? Фермеры не будут выгодно заниматься, просто содержать скотину, понимаете? Поэтому у нас действительно сейчас отрасль наша находится в очень плачевном состоянии. Просто прошу принять меру, уважаемый Сарвалай Шарипович, Аслан Жумабекович, в том плане, если контрабанду невозможно остановить, то хотя бы сделайте нам какие-то льготы, что ли, для мукомольной отрасли. Когда у нас был НДС, отмена, когда его отменили в 2016 году, мы начали хоть как-то на плаву держаться, работать, потому что мы стали более конкурентоспособны с казахской мукой. Но в 2017 годом обратно нам ввели этот НДС, и в итоге простое уже по полгода, по 3 месяца, и в конце концов мы можем вообще исчезнуть. Спасибо. Мы выслушали спикера. Ваши вопросы, пожалуйста, прошу. Да, можно будет? Да, Кто из 4 гостей сегодня сможет мне конкретно объяснить? Можете прямо на пальцах рассказать, как выглядит контрабанда? Потому что, например, вот Василий сказал о том, что напротив вашего комбината стоят автомобили с казахстанской мукой, они разгружаются. На нем же не написано, что он не прошел все необходимые процедуры. Откуда вы знаете, что есть вот контрабанда? Потому что Можно так, мы же видим муку, какую разгружают. Вот. Казахская мука, там семена, еще какая-то приходит, ко мне машины разгружаются напротив у нас магазины, напротив комбината. Она неофициально, это явно она пришла. И по цене. Цена, допустим, если у нас приблизительно 1100, там уже дешевле эта мука происходит. Только из-за этого, что намного дешевле мука идет казахская, чем наша продукт комбината. Я просто хочу добавить в том плане, что мы как раз с Министерством экономики, с комитетом выезжали как раз непосредственно в сторону Чалдавара по всем, получается, этим границам. Контрабанда как заходит? Сейчас можно тогда вот насчет контрабанды? Как заходит? Если вы отслеживали, просто... Да, мы как раз отслеживали, мы как раз специально вечером приезжали и как раз, можно сказать, до утра сидели, всю ночь, да, получается. И когда мы сидели, мы считали каждую фуру, которая заезжала, и потом сравнивали с таможней официально. И да, честно скажу, цифры расходятся, причем почти в 3 раза. Если, например, мы где-то 70 машин насчитали, почему-то официально в таможне показали около 20-25 машин. Вот вам ваша контрабанда. Вот таким образом заходит. Это сколько недопоступления в бюджет. Все наши животные, конечно, говорят, что у нас в бюджете дыра, там недополучаем налоги. Контрабанду, если мы остановим, то будут такие колоссальные деньги, которые действительно все покроют, да, наш бюджет. Вот таким образом контрабанда. И я вам скажу, в чем карта именно в Таласе, это очень, там практически неконтролируемый сюда. Именно с Таласа много, не только мука, там и яйца заходят, и металл, и все другие, лес, не только, там много очень других предпринимателей, действительно, которые страдают. Сейчас в данный момент ГСМ тоже очень сильно страдает в этом отношении. Поэтому нужно что-то предпринимать. С таким темпом у нас производство в Дагестане ничего не останется. А вы, кроме контрабанды, говорили о том, чтобы снова отменить НДС. Это будет как-то для нас поддержка. Так как, платя НДС на килограмм зерна, мы, если отменится, как мы вот до этого работали, то мы уже хотя бы более-менее 12% это ощутимо будет носить стоимость продукции. В конце концов, мы, значит, дешевле сможем продавать свой товар и, соответственно, более быть конкурентоспособными. Скажите, а вот по качеству муки, мы которая... не уступаем пока.
вот разговоры, которые были несколько лет назад о том, что казахстанская мука лучше хотя бы по клейковине, например, да, Вот. если вспомнить. Кстати, мы же как раз полгода, да, год назад как раз закон же ввели об обогащении муки, да, специально, чтобы как-то повлиять на контрабандную казахскую муку. Но они тоже это научились делать, те же логотипы клеить и так далее, и так далее. Просто факт в том, что казахская контрабанда, я не говорю, что вся, но большинство, которых очень дешевая мука, а люди всегда смотрят на деньги, но не знают, что там внутри. Получается, дома пекут, вроде все получается. Но на самом деле, когда мы берем эту муку как раз на анализы, проверяем, то там никакой клейковины. По ГОСТу она вообще не соответствует. Почему? Очень много сейчас в данный момент, к сожалению, добавок, которую из любого, ну, как говорится, сделают конфетку, да, просто добавляют. И очень это химия, это все химия. Это в конце концов влияет на здоровье наших людей, нашей нации, да. А вам можно доверять? Вы не добавляете туда никаких добавок? А как я могу это проверить? Это специальные лабораторные есть центры, которые можете отдать и там проверить. У нас в данный момент, вот, например, просто я вам скажу, первый срок ГОСТ, еще советских времен, должна быть 30. ДК 75, вот такая, которая дорога. У нас соответствует к этому. А если вы возьмете казахскую муку, то там может 25 критерий. А вы говорите про первый сорт, потому что он самый ходовой. Да, он самый ходовой. Именно с первого сорта все делаются хлеб, пекарные и так далее изделия. А высший сорт это чисто там ладно, что-то такое и так далее. Понятно. То есть, получается, вы сейчас еще и к властям обращаетесь с тем, чтобы они внимательно исследовали качество муки? Да, можно так сказать. Ну, в первую очередь, если бы хотя бы, не знаю, если искоренить невозможно, хотя бы какое-то ограничение, чтобы сделать. Потому что с такими темпами мы не сможем дальше конкурировать. Мы, в конце концов, мы говорим, 80% рынка, когда мы сами держали, сами перерабатывали, сейчас только 20% нам осталось. И через 2 года, скорее всего, ничего не будет. 100%. Спасибо. Вопрос, пожалуйста, еще. Прошу вопрос. А скажите, почему, как вы думаете, наша страна с каждым годом становится все более открытой, все более прозрачной, все более доступной для любой контрабанды? Почему? Как вы думаете, просто ваше соображение? Это вопрос вообще чрезвычайной важности, государственный, должен решаться на государственном уровне. А вы как вы думаете, почему с каждым годом самая лучшая страна для контрабанды – это Кыргызстан? Потому что, скорее всего, есть интерес отдельных лиц, я думаю. Потому что есть интерес отдельных лиц. То есть получается, да, получается, зачем, чтобы Ну, зачем развивать свое производство? да. Если Зачем морочить голову, если можно тут на границе что-то для себя получить? Я думаю, это интересно конкретно. Вот у вас есть ассоциация мукомолов, верно? В Жугурку-Кенеше есть люди, которые контролируют мукомольную отрасль. Почему у них такая пассивная позиция? Почему, когда НДС ввели, никто не сопротивлялся и сочли, что это нормальная мера? Почему только сейчас заговорили о проблеме, когда действительно коллапс этой отрасли? Это действительно так. нам, может, я вам скажу, ну, это мое мнение, я считаю, что в данный момент, почему именно сейчас действительно зашевелились депутаты, Да. что надо контрабанду ДСМ останавливать, контрабанду того останавливать. Я считаю так, возможно, в то время, когда они инициировали эти законы, они, возможно, может, сами работали в этой области, а сейчас, может, уже просто нет никакого интереса или просто, как говорится, свой кусок хлеба отняли, может быть, из этого. Просто не могу точно сказать так, но или просто действительно уже видят, что ситуация с каждым годом ухудшается, и нужно уже действительно принимать какие-то действенные шаги, чтобы хоть как-то спасти то, что у нас сейчас есть, не только о развитии уже речь. Просто я вот в своей теме добавлю про мукомольную отрасль. Я был в Казахстане и в Турции как раз на семинарах приглашали. Там действительно мы очень в развитии отстали именно по мукомольной отрасли. Вот эти 3 года последние, которые мы как в Союз вошли, мы действительно ни один комбинат
не развился, ни новые технологии, ни оборудование не внедрял. Мы просто пока держимся. Все. А в этот момент наши же соседи в Казахстане, они наращивают мощности, улучшают качество оборудования, тем самым они становятся более еще конкурентоспособными. Еще вопросы? Ну, спасибо. Еще раз